İşte dostlar, mультфильм, güzel bir mультфильmni seyrettik ve bizim musafirimiz indi studiyamızda. Biz programımızın başında Bahçesaray rayonuna seyahat yapacağımız hakkında ayttık ve bu yönelişte bizim musafirimiz yardım edecek. Elbette dostlar, şimdi bu seyahat indi başlanacaktır. Çünkü bizim studiyamızdaki musafir Men şunu da aytmağa isterdim ki, men belesem şimdi bizni Bahçesarayda da dikkatlice seyreteler. Çünkü tamam bugün şehriniz, bugün sizin rayonunuz hakkında laf edeceğiz. Çünkü stüdyamızda Bahçesaray rayonunun başı Rifat Ağa Derdarov. Selamun aleyküm Rifat Ağa. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Nasılsınız? Sabahınız nasıl başlandı? Yollar açık mı? Yollar istesen yola çıkan yolsuz kalmaz etrafında. Evet. Onun için yollar açık. Çok güzel. Rifat Ağa, endi biz böyle birinciden mevzumuzga geçeceğiz. Aslında Bahçesaray rayonu desek, bütün halkımız için birinci olarak aklımızga elbette ki Hanlar Sarayı geliyor. Bu elbette ki bizim eski sokaklarımız, güzel bizim böyle tarihi yerlerimiz. Ama sonki vakitlarda en böyle pıtraklı ve aktüel meselelerinden birisi bu elbette ki Süren stansiyası. Ve birinci sualimiz tamam onunla bağlı olacak. Süren stansiyasında nasıldır bir işler alıp barıla, ne yapıla ve nasıl etip aslında Süren stansiyasında her şey başlandı? Mümkün olsa ben Rusça aytayım. Потому что televizorda çok adamlar bakar и hepsi işitsinler bu meselesini. Но станция «Сирень» — это еще в 2014 году при поддержке главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. У него в кабинете был разговор по поводу строительства мемориального комплекса. Аллах'a çok şükür, что Айтхан лафына турдулар, и сегодня эта работа начались. Вот, в буквальном смысле мы вчера там были за Руслановичем, с Госкомнадцем. Я вывозил свои все подразделения, посмотреть, на какой стадии находится. Да, работы ведутся, тем более сегодня уже эта вся территория огорожена. Сегодня реально мы видим, где что будет, где будет главный вход, где у нас там комплекс будет стоять, где у нас будет находиться выставочный зал, где будет стоять вагон, как будет написано. И, насколько я понимаю, проект порядка 400 миллионов рублей. И в этом году, как вот в вчерашнем разговоре, как Госкомнадзор сказал, буквально сколько денег смогут освоить подрядчик, столько денег и выделят. И Аллах Смедоцес, в 2017 году, 18 мая, уже народ приедет и убедится, что это не, как они мне говорили всегда, это какой-то фарс, это какой-то фейк, да не будет, никто не построит. Потому что крымско-татарский народ, я считаю, заслужил большего. Не того, что как во времена Украины на станции «Сирень» висела такая, знаете, памятная доска. Практически и не каждый мог увидеть и прочитать, что от этого места были выселены, депортированы народы Крыма. И по сравнению с то, что тогда и сегодня развернулось на этом месте, это, конечно, для крымско-татарского народа это очень такое, ну, знаковое, да, это событие, потому что там земля полита кровью. И это наши старики, которые живые, которые видели это все, они могут это подтвердить. Понимаете? Конечно, сегодня работа уже, ну, погоды тоже как бы дают о себе знать. Но вчера подрядчик докладывал, что 18 мая здесь будет стоять здание. Само где именно будет, именно кровля будет накрыта, будет вход сделан, будут, вагоны будут стоять, вот, чтобы люди понимали, как это. И будут обозначены остальные вот эти объекты, которые на территории его находятся. Так что комплексу быть, и он будет работать. То есть, говоря об объектах, мы подразумеваем то, что Бузбулемовский elbette kompleksinin aslında içinde hem kilise olacak hem cami olacak. Aslında bazı bir vatandaşlarımız bunu sert görüyorlar. Siz nasıldır bu vakıanı izahatlayabilirsiniz? Siz sorarsanız cami için? Да, вот известно, что будет и джами, и часовня. Многие высказывают свое мнение по этому поводу. Что думаете вы по этому поводу и как вы к этому относитесь? Ну,
Понимаете, первоначально, вот, когда общаешься с народом, когда масса на тебя давит своим мнением, понятно, что я был тоже как бы на стороне, да, людей, говорил, а почему, а зачем там нужно, вот, допустим, сегодня есть мечеть, понятно, да, часовня. А когда общаешься вот дальше с людьми, дальше общаешься с людьми, а понимаешь, вот, допустим, мы мусульмане, да, вот, пришли туда, со мной пришел православный, увидел эту всю трагедию, он ее действительно перенес. И говорит, Рифат, а можно свечку послать? А куда его поведешь? Это тоже бурдувакова. Біз кірерік, допустим, бір хатим етер, бір намаз етер, да? А анда же только мусульманлар бар ма жақ? Там же не только мусульмане будут, там будет, я думаю, когда ворота откроются, полный санкции, там весь мир побывает, потому что это будет второе место, наверное, после Ханского дворца, чтобы увидеть, как депортировали. Потому что там действительно такой комплекс будет построен, и я уверен, что эта часовня будет работать, потому что это же намерения же благие. Она даже уже йохту, чтобы корректировали, да, если крестьяне, кому два япарлар, бізге япарлар. Знаете, если даже они что-то поставят, а кому это? Нашему народу, который больше всего там пострадал. Поэтому потихонечку в народе это идет, переубеждаем, объясняем, и как бы многие тоже понимают. Потому что я говорю, вот ты вот так разговариваешь, да, сен бурен айтасың, йоқ. Я говорю, яқшы, сенің достарың бар ма, вот, қазақтардан? Бар. Оларға селям бересің, да. А как вот нас олар етерлер, чтобы хотя бы бурдува етмеге? Қайда бара жақтар? Башла, отырып, башын түшіре, говорит, действительно, ты прав, да, говорит, может, действительно, говорит, это и надо. И не надо обижать народы, которые тоже были депортированы с республики нашей Крым, потому что и православных много депортировали, а мемориальный комплекс означает именно вот депортированным народом. То есть, знаете, львиную долю получил крымско-татарский народ. И основной был он из этого места. Но нельзя людей других забывать. Рифат аға, әлбетеке бұтын халқымыз ве бұтын Қырым асында бұл мемориал комплексны беклеве айтқанымыз кебі біз еминіміз, мұна енді кележек елда да қысмет олса біз де оны зиярет етежеміз. Қара сәйфелеріміз бар, ама әлбетеке ғұрыланмаға да себеплер бар. Бұл себеплерден бірі біздің әлбетеке хан сарайымыз, онда Бақчысарай шерінде ерлеше. Ал азырда білеміз ке, анда енді тамир ішлері башланды ве шу жүмледен де бір чоқ енді ошеклерді айтсам, bu gerçekten de mında kelişikli değiller ki anda burada tükenler ya da burada gostinitsalar mına Rus dilinde aytsak anda demek teritoriyasında kurulacak. Nasıldır siz izah beresiniz bu gibi haberlerge ve ne aytabilirsiniz? Kurulacak gerçekten de ya da yok bu gibi şeyler anda teritoriyasında? Ну, если у бзым миллет улен лав чхарса, если это наш народ такие вещи делает, то это просто интриги. И все прекрасно понимают, что такого никогда не было до сегодняшнего дня. И я уверен, что такого никогда не будет. У дворца это целевое назначение, это единственное место, где дворец хана во всем мире. И если сегодня туда пустить бизнес, вот как говорят, знаете, значит, вместе с гостиницей должен прийти кафе, вместе с кафе должно прийти еще что-то, еще что-то, еще что-то. Там тогда дворец не нужен. Это, ну, уровень такой, что, я не знаю, это люди просто-напросто, я не знаю, во сне это видели или ощек тянут телер. Омурде, Олмаджахши, никогда на это пусть никто и не рассчитывает. Ни один крымский татарин, нормальное сознание, проживающий в городе Бахчисарай, это не позволит. Тем более мы прекрасно понимаем, что во времена Украины там были попытки что-то открыть. Даже не только крымские татары встали, там и православные встали и сказали, нет, этому не быть. Он что делает? Аллах сахласын. Но Хан-Сарайда бар и положительные моменты. Вот на сегодняшний день наконец начали реставрацию мечети. Потому что почти брил, хауға шаматанен, енді вот Аллах сметсе башладылар. Действительно, да, проблем чох. Вот недавно была делегация с Турции, и гид, который вел экскурсовод, когда турки задали вопрос, когда последний раз были капитальные ремонты, я не говорю текущие, капитальные ремонты, что самого дворца, комплекса, меня ответ поразил, что это в 60-х годах. Честно сказать, я понимаю, текущие работы там были, конечно, где-то красили, где-то белили, где-то сажали, где-то что. Чтобы капитально что-то делать, честно слово, меня поразило. Неужели наше достояние, да, вот дворец, он только создан для того, чтобы зарабатывать деньги. И куда-то они чтобы уходили. Аллаха шкур, джамин топиасы башланды.
это федеральная целевая программа буквально в смысле уже стучится, уже первые транши пошли, потому что эта работа очень серьезная, и это не то, что там дом построил, пошел специалист, там собрал семью и пошел строить. Там должны быть реставраторы, у которых лицензии, это довольно-таки очень серьезно. И события не так вот просто пошел, с бухты-барахты и начал делать. Рифат аға, бақыңыз, шымды әм Бақчы сарайының ескі тарафларында, Хан сарайымызда, біздің кезекерлігімізда, сіз айттыңыз ке реставрацион ve tamir işler keçirili. Я өз böyle уникальнигіні жоймайжақ мы böyle реставрациядан сон, өз самобытную уникальность, присущему традициям нашего народа, не потеряет ли после реставрации, возможно, внешний вид старой части города, Хан-сарай и все прилагающие комплексы? Ну, может, сегодня тоже это добавить до Райтаса. Сегодня пошли работы по гранту президента страны, который после того, когда побывал со своим другом Берлускони в Ханском дворце, он выделил 300 миллионов рублей и сказал, что приведите в порядок хотя бы старую часть. И сегодня ведутся работы, и работы ведутся грандиозно, сильно, мощно, хочу сказать, да, и ни один. Вот у нас, к сожалению, произошло, что недоразумение было, когда вот, даже может зритель обидится, что такое слово вставил, что когда-то на Ленина 97 снесли дом. Ну, вовремя, наверное, культурное наследие, может, не буду сейчас никого осуждать, не обратили внимания, не внесли корректировку, потому что деньги, которые были выделены, они все должны были сохранить на реставрационные работы. Но после этого я смотрю, буквально в смысле, каждый день неоднократно объезжаю, вижу это все, и работы идут довольно-таки мощные. И, насколько я понимаю, старая часть города будет еще лучше, потому что так как когда дали волю народу, каждый делал, что мог возле своего двора, и каждый кто-то ухаживал, кто-то вообще не ухаживал, потому что есть места, где буквально в смысле там не то, что шкатурка, там уже и стены начали сыпаться. А это все проводится в порядок, в один дизайн. И я думаю, летом старая часть города будет готова встретить туристов довольно, уже более, не так, как всегда обсуждали вот эти дороги наши фасады, внешний вид. Ну и тем не менее люди ехали, потому что значимость Ханского дворца, она с каждым днем растет. Если вот, допустим, во времена взять, когда Крым был в составе Украины, больше всего говорили там Ялта, говорили Судак, Айпетри, Чебуреки, знаете, Пахлава, как-то вот больше так было. Сегодня это больше Севастополь. Понятно, что Бахчисарайский, он стоит на пути их, и, наверное, каждый турист, который побывал в Крыму, хочет попасть в дворец ханов, потому что это действительно уникальный, да, вот комплекс. И я думаю, это только будет преобладать, только набирать обороты, и с каждым годом, я думаю, все будет лучше и лучше и лучше. Çok güzel. Buyur. Rifat ağa, elbette ki 2016 yılı sonuna yetmekte, 2017 yıl başlanacak. Бахчисарай rayonunda aslında neler yapıldı ve nasıl planlarınız var, nasıl da yapacak şeylerimiz var? Hususan Крым татар топлу yaşagan yerlerinde, в местах компактного проживания крымских татар. Ну, в местах проживания крымских татар, знаете, вот сегодня много, вообще на территории района очень много работ ведется. Вот я с 2010 года работаю, возглавлял Паштовский поселковый совет, один из самых крупных, самый крупный в Бахчисарайском районе, один из самых крупных по 13 населенных пунктах, он на территории Республики Крым. И видя, сколько выделяется денег, и вот как глава, вот в буквальном смысле, да, вот среда, суббота, вот контролирует каждое прохождение, да, вот это, что в освоение денег. Сегодня много работ выполняется. Вот, к сожалению, что много работ еще не видно, потому что прежде чем, чтобы что-то начать, надо запроектировать, потом пройти экспертизу. И только после этого получить разрешение на строительство. Ну, сегодня, вот, допустим, в компактных проживаниях пошло уже, допустим, в рядах мест уже начались работы. В микрорайоне началось уже строительство детского садика. У нас это 5-й микрорайон. У нас в 7-м микрорайоне планируется на следующий год проектирование еще одного детского садика. Это вот в компактных проживаниях. Там есть момент, что у нас есть мечеть в 6-м микрорайоне, которая сегодня действительно ведутся работы, и она тоже украсит город своими вот Орта-джами, вот сейчас Хан-джами, и вот сейчас еще Святого Садабрдани-джами идет, потому что
действительно работаем, вот там вчера тоже проезжали, смотрели, там действительно, да, вот как бы народ сам проходит, и ОЗ, да, чалаша, не ахчисора, не больше, знаете, и Саусун, вот у нас куратор, это Республика Татарстан, которая вот за 2 раза выделила, там, первый раз 1 миллион, второй раз 4 миллиона, чтобы, ну, для завершения работы. И, конечно, огромное отдельно за это спасибо. И действительно, да, вот есть что посмотреть. Вот даже слушая других, все говорят, а нам ничего не делают, знаете. И, но с другой стороны, тем же депутатам, которые были в Бахчисарае во времена Украины, задать вопрос, а вот вы по 2, по 3 созыва что сделали? Если мы за 2 года уже столько показали работ, ну, покажите вы хотя бы за 10 лет своих последних. Ну, к сожалению, показать-то нечего, но есть такие отдельные лица, которые, они как контролеры, понимаете, вот орган, которого должен только контролировать и указывать, что надо делать, а вместо того, чтобы стать самим что-то делать. Сегодня у нас на территории Бахчисарайского района нету такого детского садика, который, чтобы туда администрация не зашла, чтобы там не провела какие-то работы, не купила оргтехнику, чтобы не оставила свой след. Нет у нас такой школы, чтобы где администрация не зашла, чтобы не выполнены какие-то работы. Практически везде пошли. У нас сейчас идет лицензирование, идет на выходе. У нас действительно есть проблемы, которые тяжело будут проходить, но тем не менее район готов. Когда такое было, в течение года 15 автобусов только государство выделило для подвоза школьников. Знаете, это как бы вот это же основное социальное, потому что все, мы-то взрослые, понятно, от детей. И 10 групп открылось. Понятно, что очередь от этого сильно не упала, потому что у нас свыше 4000 детей. Но чтобы было легко понять, у нас школа и садик последний раз в городе Бахчисарае строился, это 72-76 год. Ну, вы представляете, а город, район за это время численность растет. Планируется ли стройка каких-либо еще дошкольных учреждений, школьных учреждений в течение 2017-2018, ну, в течение ближайшего времени? Конечно, планируется. Планируется в Поштовском совете проектирование детского садика. Планируется, вот сейчас Красный Мак у нас вот на выходе тоже детский садик. У нас в городе Бахчисарае планируется в 2018 году проектирование и строительство. Там вообще грандиозно будет. На 640 мест школа и с углубленным изучением крымско-татарского языка. И когда это смета когда построится, вот сегодня, где крымско-татарская школа есть, она уйдет, останется еще одно здание под детский садик полностью, который был переоборудован в свое время под классы. То есть еще как-то социально, да, будем снимать. Работы очень много. Просто джамат кормит, потому что народ их не видит, потому что когда идет вот эта рутинная работа, это когда проектирование, народу не объяснишь. Им нужно сегодня, вот хотят увидеть. Ну, Аллаха шкур уже начали видеть. Уже начали видеть. И то же самое, я думаю, упадет. Потому что освоение сегодня серьезное. Потому что есть советы, вот у меня 2 совета, буквально в смысле буксуют, не могут до конца освоить свои средства. Вот когда такое было, чтобы не тяжело было освоить. Çok güzel. Rifat ağa, çok sağ olunuz izahatlarınız için, studiyamızga kelgeniniz için. Elbette ki muvaffakiyetler sizge tileymiz her bir işinizde ve eminimiz sizin rayonunuzda bütün Kırım'ını elbette ki ayrıca kaldıracak. Çok sağ olunuz, günleriniz elbette ki yaxşı geçsin. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, biz devam ettik. Növbette sizler için güzel bir rubrika hazırlanıldı ve bundan sonra bu sizlerini daha bir kere karşılayacağız.